Афганистан. Наша память и боль. Под таким названием в канун 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Карагандинском областном музее изобразительного искусства состоялся урок мужества. Сотрудники музея подготовили фотовыставку под названием «Красный след», представляющую собой галерею современных портретов воинов-афганцев. На каждой фотографии два времени, уже далекие 80-е, и на их фоне наши дни. Автором фотовыставки является известный карагандинский фотограф и режиссер Даулет Абдрахманов. Перед началом урока участники мероприятия почтили минутой молчания погибших воинов и интернационалистов. В качестве почетных гостей на мероприятие пригласили воинов-афганцев Кайрата Тынымбаева, Айтпая Жуматаева и Сергея Сахнова. Герои рассказали учащимся Карагандинского технико-строительного колледжа о том, как воевали, как достойно сражались наши парни, как отбивали у душманов объекты стратегического назначения, как патрулировали, вели круглосуточное дежурство. Современное поколение молодежи, оно очень такое мобильное, столько много возможностей, и в чем-то мы даже вам завидуем, что у вас сегодня у нас столько возможностей не было. Но зато у нас были такие ценности, вот про письма сказали. Никогда мобильных телефонов не было. Сейчас удобно, кнопочку нажал и переговорил с кем хочешь, когда хочешь, во сколько, в любое время суток. А там мы писали письма домой, девушкам своим писали письма и очень ждали ответа, потому что это было самое приятное занятие, когда ждешь письма. Неважно от кого, важно, чтобы оно пришло. И, конечно, ты, когда получаешь письмо, сразу пишешь ответ. И вот этот вот цикл, когда он запустился, то это постоянно, оно идет и не прерывается. Но письмо идет где-то 2 недели. 2 недели. И вот, если ты пишешь через день, хочешь чаще письма писать, получай, чаще пишешь. Воины-афганцы призвали ребят вести здоровый образ жизни, изучать иностранные языки и, конечно же, беречь наш мирный Казахстан. Герои подробно рассказали о себе. В нашем регионе очень крепкое общественное объединение воинов-интернационалистов, которые помогают матерям погибших солдат и активно участвуют в общественной жизни города и области. Ежегодно, 15 февраля, воины-интернационалисты возлагают цветы у мемориала погибшим героям войны в Афганистане, который был установлен в Парке Победы в 1990 году. Сотрудники музея продемонстрировали фото данного архитектурного ансамбля. Авторами композиции являются скульптор Новопольцев и архитектор Алтаев. Внимательно слушали ученики увешанных боевыми наградами свидетелей той войны. Какое оружие было у советских воинов и у душманов? Помнят ли они свой первый бой? И еще много других вопросов задавали ребята почетным гостям. В музейной экспозиции также были представлены копии документов по делу погибшего мученической смертью воина-афганца Виктора Грязнова, предметы быта, фотоматериалы солдат той эпохи, бюст погибшего воина-интернационалиста Юрия Фролова, созданный скульптором Анатолием Петровичем Белыком. Цель выставки – рассказать о подвиге воинов-интернационалистов, их честно исполненном воинском долге, верности присяге и искреннем солдатском братстве. В конце встречи сотрудники музея и ребята с удовольствием сфотографировались с воинами-интернационалистами. Наверняка каждый из них надолго запомнит эту встречу. В наших сердцах навсегда останется светлая память и гордость за поколение, показавшее всему миру пример бескорыстного служения своей родине.